Вы все еще верите реальным делам Бричалова? Пора узнать правду. Главное, все они оплачены из бюджета, то есть из наших с вами налогов. Мы их платим каждый год, все больше и больше и больше. В том числе кормим Москву. Несмотря на это, Удмуртия скатилась на дно долговой ямы, потрачены огромные средства. А люди стали жить лучше? Нет, Удмуртия деградирует и буквально вымирает. Люди страдают без достойной бесплатной помощи. Кто может, уезжает из республики за лучшей жизнью. Село лишили финансирования и самостоятельности. Поля зарастают борщевиком. Небольшие хозяйства и деревни брошены на произвол. Господдержка достается олигархам, а не простым предпринимателям. Рабочие места создаются не для людей, а для наживы крупного бизнеса, который платит за труд копейки. Предприятия закрываются или уходят в другие регионы. Бричалов обанкротил Ижметмаш, продал ижевские электросети, не отстоял Ижавто, где уволили 2000 человек, разорил Удмуртавтодор и чуть не продал на сторону. Бешеные миллиарды потрачены на дороги, но их стало меньше. Катастрофа с ЖКХ, проблемы даже с питьевой водой. Водоемы Удмуртии превратились в помойки, где умирает рыба и страшно купаться. В Камбарку будут завозить особо опасные отходы со всей России. В районах нет онкологов, кардиологов, неврологов, хирургов. Зато на нашем здоровье наваривается Эльвира Пинчук, вице-премьер и владелица частных клиник. Люди погрязли в долгах, зарплаты нищенские или серые. Удмуртия спивается от безнадеги, спорт в упадке. Символ Ижевска 5 лет стоит в разрушенном состоянии. Весь удмуртский общественный транспорт отдали олигархам и украли 2 миллиарда рублей. А сколько еще миллиардов распиливают на строительстве гособъектов и благоустройстве? Олигархи, застройщики терроризируют город элитными точечными застройками, а на квартиры сиротам и расселение ветхого жилья денег нет. А как живется Бричалову? Как ханскому наместнику. Во дворце с вооруженной охраной, которые обслуживают сотни человек. Приближенным – щедрое жалование, льготы, компенсации за счет бюджета. Себе – чартеры за 2 миллиона и аэропорт за 4 миллиарда. Десятки секретарей и помощников, 25 членов правительства, карманные полиция, суд, прокуратура, госсовет, мэрия, муниципалитеты, прикормленные чиновники, главврачи и директора школ, сотни фиктивных сотрудников в штате подведомственных организаций. Бричалов и его марионетки не зарабатывают деньги на благо общества, они только тратят наши налоги. Всех их тащим на себе мы, своими голосами на выборах. Бесправные бюджетники, брошенные селяне, одурманенные работяги и обманутые пенсионеры. Глава-гастролер постоянно занимается показухой и врет, а сам ищет новые способы продажи нашей любимой Удмуртии. Ты согласен терпеть такой беспредел и издевательство еще 5 лет? Хватит молчать. Пора очистить нашу родину от паразитов. Приходи на выборы, чтобы ушел Бричалов.